Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24». В студии работает Полина Долинская. Женская сборная Австралии по софтболу во вторник прибыла в Японию для прохождения сборов перед летними Олимпийскими играми в Токио. Это первая группа олимпийских атлетов, которая приехала в Японию перед предстоящими соревнованиями. Все спортсменки и другие сотрудники прошли предварительную вакцинацию от коронавируса. После трехдневного карантина сборная приступит к тренировкам. Австралийские спортсменки проведут в общей сложности 12 матчей в рамках подготовки к играм. В апреле организаторы Олимпиады в Токио достигли договоренности о ежедневных тестах на коронавирус для тех спортсменов, кто с ними контактирует. Остальные участники Олимпиады будут ежедневно тестироваться на коронавирус только первые 3 дня после прибытия. Затем регулярность проверок будет зависеть от их контактов с другими. Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа этого года. В марте организаторы окончательно решили проводить игры без иностранных болельщиков. А вот решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране. Сборная России по хоккею проведет заключительный матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником россиян станет команда Белоруссии. Россияне занимают первое место в таблице группы А с 14 очками после 6 встреч. Белорусы идут на предпоследней, 7-й строчке, набрав всего лишь 4 очка. Сборная Белоруссии уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. Российские хоккеисты после победы над шведами по буллитам со счетом 3-2 обеспечили себе место в четвертьфинале турнира. В предыдущем матче в составе россиян на турнире дебютировали хоккеисты Национальной хоккейной лиги, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко. Также в состав вернулись восстановившийся после повреждения форвард Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб. Турнир получился для белорусов крайне неудачным. Они стартовали с поражения от сборной Словакии, пропустив 3 шайбы за 7 минут в первом периоде. Однако уже в следующие игры сумели сотворить маленькую сенсацию. Впервые в истории чемпионата мира обыграв шведов. Затем сборная Беларуси уступила чехам в овертайме, британцам, датчанам и швейцарцам. В нынешнем сезоне белорусские хоккеисты, несмотря на последнее место в группе, не вылетят из-за отмены турниров в низших дивизионах и будут иметь шанс показать лучшие результаты на чемпионате мира 2022 года. Лучшими бомбардирами сборной Беларуси являются нападающие Владислав Кадола и Михаил Стефанович, а также форвард клуба НХЛ Нью-Джерси Егор Шарангович. Всего на турнире белорусы забросили 10 шайб и пропустили 23. Команды России и Беларуси встретятся на чемпионатах мира в 11-й раз. На счету россиян 8 выигранных матчей, белорусы одержали 1 победу, еще одна встреча завершилась в ничью. Двигаемся далее. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Италии в матче 4-го тура предварительного этапа Лиги наций. Сборная России выиграла со счетом 3-0. После 4 матчей россиянки набрали 8 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице. Итальянки имеют в активе 1 балл и располагаются на 15-м месте. В турнире принимают участие сборные 16 стран мира. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал выйдут только 4 лучшие команды. Соревнования завершатся 25 июня. Россиянка Дарья Касаткина обыграла японку Мисаки Дои в матче первого круга Ролан Гаррос. Наша соотечественница победила со счетом 6-3, 5-7, 6-3. Во втором круге она встретится с посеянной на турнире под 10-м номером Белиндой Бенчич из Швейцарии. Касаткина занимает 34-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации и имеет на счету 4 титула под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Ролан Гаррос и Уимблдона. Оба титула она получила в 2018 году. Мисаки Дои является 79-й ракеткой мира и завоевала 1 титул женской теннисной ассоциации. На турнирах серии «Большого шлема» японка доходила только до 4-го круга. Ролан Гаррос – ежегодные соревнования по теннису, один из 4 турниров серии «Большого шлема». Призовой фонд турнира составляет 17 миллионов евро. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий в мире спорта на телеканале «Якутия-24».